Здравствуйте, как всегда, в это время в среду на канале АТР наше шоу «Оккуповані», в котором мы обсуждаем события, происходящие на оккупированных территориях Украины. Напомню, что это Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Но в нашей программе мы, конечно, больше говорим о Донбассе, потому что про Крым мы тут на этом канале много говорим и так, а вот наша программа сегодняшняя, она посвящена именно в первую очередь тому, что происходит на Востоке, потому что там люди так же, как и в Крыму, а может быть даже в большей степени лишены возможности доступа к СМИ, никакого намека на свободу слова, только очень жесткая цензура и местные такие псевдо-средства массовой информации, которые, конечно, умалчивают об основных событиях происходящих, а также либо замалчивают и преподносят пропагандистские сюжеты. Начнем мы сегодня с, наверное, самого громкого события прошлой недели, которое произошло в Донецке. Это покушение на так называемого министра внутренних дел, министра обороны ДНР Владимира Кононова. Он же известен также под кличкой Царь. Кононов, в принципе, фигура достаточно малозначительная, даже в рамках той структуры, того там псевдогосударства, которое создано в Донецке. То есть понятно, всем очевидно, что этот человек на самом деле ничем не командует, ни на что не влияет. То есть даже вот в той структуре под названием ДНР решают совсем другие люди, такие как Захарченко или Ташкент, например. Поэтому для всех было сразу странно вот покушение на такого человека. Почему, кто и так далее. А произошло следующее. То есть некие люди, непонятно кто, потому что, как обычно, не поймали эту таинственную диверсионно-разведывательную группу, да, этих диверсантов, которые покушались. Некие люди выстрелили из гранатомета по окнам кабинета Кононова. По окнам того здания, где он обычно находится, где он работает. Никто не пострадал, сам выстрел был неудачный, да, сделали его явно люди, которые либо не умеют обращаться с оружием, либо специально ставили такую задачу причинить какой-то минимальный ущерб зданию, потому что выстрел пришелся не в само окно, а попал, в общем-то, в подоконник, снаружи, то есть попал в здание. Соответственно, там выбило окна, то есть причинены были такие относительно небольшие разрушения в этом самом кабинете Кононова. Ну и самое главное, что выстрел производился точно в то время, когда самого Кононова на месте не было. И очевидно, что люди, которые стреляли, прекрасно это знали. Давайте сейчас посмотрим фрагменты, видеозаписи, те, которые делаются как раз сепаратистами на их местных СМИ. Вот посмотрим кадры с места событий. Был произведен выстрел по зданию Министерства обороны. Скорее всего, это было устройство, потому что нашли элементы. Это управляемый элемент. Это было подготовлено специально, тренога была сделана специально для этого. И было сделано, в принципе. Насколько велики разрушения и вообще воздействие? Если бы попал бы в окно, было бы много разрушений. Так попал он в подоконник и спасло это здание, потому что он попал не туда, куда надо. Скажите, вот соседние дома, что тут тоже произошло? Вот видите, люди пытаются застеклить. Это от сильного удара взрывной волны произошло повреждение. Сам Владимир Кононов тоже приехал на место случившегося, он тоже давал комментарии. И, конечно же, как обычно бывает в таких случаях, он обвинил во всем украинских диверсантов. Тех самых неуловимых, которые все взрывают, убивают, но при этом ни разу не были пойманы, что удивительно, да, ведь сколько мы слышим таких уничижительных отзывов с той стороны о том, что там Украина не умеет воевать, украинцы там, значит, никчемные спецслужбы, никчемные военные, но вот как почему-то доходит дело до вот таких вот
загадочных убийств, покушений и так далее почему-то никогда никого не ловят. И мое подозрение, это не только мое подозрение, это в принципе достаточно распространенная версия, состоит она в том, что на самом деле это вовсе не украинцы делают, естественно, то есть никакого отношения к Украине эти все ДРГ, эти убийства не имеют. А на самом деле, конечно же, зачищают вот этих всех героев русской весны, так называемые, и так далее, и зачищает их, конечно же, российская сторона. В данном случае очевидно, судя по всему, судя по тому, что вот таким образом все это было сделано, стреляли явно в тот момент, когда Кононова не было, то есть это было уже не рабочее время, и очевидно, что таким образом покушаться на человека, зная, что его нет, но это точно не покушение. Скорее всего, пытались напугать. Либо же это просто инсценировка. С какой целью, сказать сложно. Мы же не можем знать всех тонкостей, да, всех событий, которые происходят там внутри. Возможно, там есть какие-то свои трения в группировке ДНР, возможно, есть какие-то свои соревновательные моменты, возможно, какие-то свои конфликты. Кого-то хотят подставить, кого-то хотят дискредитировать, может быть, да, кто-то, наоборот, хочет свои акции повысить, возможно, и сам Кононов. Мы не знаем всего, но явно характер этого происшествия говорит о том, что это не была попытка именно убийства, это была вот какая-то такая постановка, это был такой спектакль, шоу. Ну, давайте посмотрим комментарий самого Кононова, он, в принципе, выглядит достаточно комично. Тренога, управляемая, была с подвала. Управляемое устройство мы обнаружили. Оно не уничтожено. Второй заряд не сработал. Я думаю, что это, скорее всего, СБУ и ГУР Украины, которые забросили сюда диверсионщиков, которые также всячески стараются. Это никакие не освободительные движения, это все чушь. Это работают специалисты. 19:00 по московскому времени, 19:00 по московскому времени. Находился у себя в кабинете, был старший дежурной смены. Произошел взрыв. Услышал взрыв, думал сначала во дворе. Потом сразу вызвали МВД, МГБ, МЧС, комендатуру, саперов. Доложил министру обороны сразу же. Он уже через 8 минут был здесь, прибыл. Вышли на улицу, обнаружили отверстие в кабинете начальника отдела кадров. Выбиты окна в соседнем здании, 9-этажка жилого дома. Но вроде люди не пострадали, слава богу. Ну, интересно, что сам Кононов, вы слышали, говорил, что да, обвинил, это, говорит, СБУ, это ГУР, это точно не освободительное движение, как он выразился. Непонятно, какое освободительное движение он имел в виду. То есть это имеется в виду украинские партизаны, какое-то украинское освободительное движение, или же это какое-то движение против Захарченко, то есть какая-то альтернативная группировка боевиков, которая просто не согласна с Захарченко. Это, кстати, интересная сноска, потому что вообще никто изначально, по-моему, и не писал ни о каком освободительном движении, как только все это произошло. Но интересно, что он говорит, сам Кононов говорит, что вот сработано профессионально, это явно какие-то обученные люди, но при этом, опять же, то, что нам показывают, говорит как раз об обратном. Если это, там, говорят, один снаряд вообще не сработал, в окно не попали, стреляли, когда Кононова не было, ну, то есть явно это не похоже на работу каких-то суперменов, разведчиков, шпионов, то есть явно бы они работали тоньше. Я думаю, если бы вдруг действительно это были какие-то засланные украинские диверсанты. Поэтому здесь очевидно, что имеется место какой-то подлог, да, то есть явно нам не говорят всего. И что характерно, вот реакция соратников Кононова, ну не соратников, наверное, а бывших соратников по этому пророссийскому движению, которые уже не находятся в ДНР, вот они, различные бывшие боевики, воевавшие раньше, тот же Безлер и так далее, они написали, как один, практически все написали, такое, довольно такие, скажем так, насмешливые комментарии, и общий лейтмотив сводился к тому, что, конечно, никто на Кононова не покушался, что он слишком ничтожный, малозначительный персонаж, чтобы на него вообще покушаться, что никому это не нужно, что это просто инсценировка, причем проводятся параллели с другим похожим случаем, который случился, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь. Это было покушение на Ташкента или же Тимофеева, когда тоже его машину там пытались взорвать. Но, опять же, непонятно, кто это был, якобы там кого-то поймали, потом этих диверсантов никому не показали. Тоже чрезвычайно мутная история, говорили о том, что никакого покушения не было. И вот мы видим второй похожий случай. То есть
То ли какие-то разборки внутри, что-то делят, какие-то отжатые супермаркеты, базары, возможно, шахты, уголь, что угодно может быть. Вот всех версий мы не знаем, но так или иначе выглядит вот эта вся история с Кононовым достаточно комично ввиду и его, скажем так, наверное, такой внешней комичности. А мы перейдем сейчас дальше к другому вопросу, который касается отношений между Луганском и Донецком. А луганские боевики, то есть организация ЛНР, ввели уголовную ответственность, ну, по их законам, понятное дело, все это очень условно, когда мы произносим такие юридические термины, мы должны понимать, что все это принимается внутри непризнанных государственных образований. Так вот, боевики ЛНР ввели уголовную ответственность за незаконное пересечение границы ЛНР. Таким образом, фактически теперь за пересечение границы между ДНР и ЛНР, да, то есть, ну, старой границы, вот этой вот участка границы Донецкой и Луганской областей, теперь людям светит уголовное наказание, то есть тюрьма, ну или подвал, если говорить на местном жаргоне. Выглядит это, ну, абсолютно дико, потому что, ну, понятно, да, если эти люди враждуют с Украиной, я понимаю, как они могут там наказывать за пересечение линии разграничения, например, с Украиной, да, то есть это враждебное образование для них, да, вот как бы они считают, что это абсолютные враги там находятся и так далее. Но как быть с ДНР? Ведь для них якобы, ну, с точки зрения их, опять же, идеологии, их идей, Донецк это абсолютно, ну, братский город, да, ДНР это такая же там братская сражающаяся республика, это ведь Донбасс, это все вроде как один народ, никто весной 2014 года, когда люди ходили на митинги, там, да, на этот референдум, никто же не предупреждал их, что за поездку без паспорта из Снежного в Красный Луч или из Дебальцево в Зоринск или Волчевск, или на худой конец из Донецка в Луганск можно будет угодить в тюрьму. Ведь это же дикость. Представляете, кто-то бы сказал такое 5 лет назад еще, например, или 6. Но, тем не менее, сейчас это данность. И тут можно отметить такую интересную историю. Дело в том, что буквально вот прошлую среду, по-моему, это было, если я не ошибаюсь, как раз когда выходил прошлый выпуск программы, луганчане и дончане, то есть вот Захарченко из Донецка и луганский пасечник, они встречались с представителями ЛНР, ДНР, они провели такую помпезную встречу, по итогам которой потом СМИ выпустили ряд таких публикаций, ну, я имею в виду их СМИ, да, оптимистического такого обнадеживающего толка, что вот, мол, достигнуты договоренности, что будут ликвидированы таможни, значит, будет объединение какое-то общее в ДНР и ЛНР, то есть, ну, не идет там речь об объединении этих организаций, но, по крайней мере, вот будет какое-то единое таможенное пространство и так далее. И уже поспешили, сразу после этого был такой вал комментариев, наконец-то, мол, вот закончится этот маразм, сколько же можно, разъединены Донецкая, Луганская области, возникла на ровном месте совершенно ненужная никому граница, непонятно вообще никаким образом необъяснимая. И вот люди действительно восприняли вот эту очередную новость, да, как оказалось, фактически это была утка, как вот такой обнадеживающий сигнал, что якобы там будет какое-то объединение хотя бы вот в рамках этих псевдореспублик. Но, как видим, это была, видимо, просто очередная такая информационная подачка, чтобы немножко, наверное, людей взбодрить, да, то есть как-то немножко их, дать им в очередной раз какую-то надежду, потому что совсем уже беспросветная жизнь там настала, я думаю. Мы каждый раз об этом говорим, да, и все прекрасно понимают. Но и даже сейчас вот эта надежда, которую дали, вот она разрушается очередным таким ужесточением, абсолютно непонятным ужесточением вот этого режима, да, потому что, ну, совершенно глупо людей, которые всю жизнь там жили, они не понимали, что вообще есть какая-то граница между Луганской и Донецкой областями, и там у многих в соседних поселках есть родственники.
и люди привыкли там ходить пешком, там никогда не было, естественно, никакой границы, там обычные тропы, дороги и так далее. И теперь все это, вот по сути, происходит такая необъяснимая дезинтеграция на ровном месте. То есть люди добровольно, луганчане и дончане, строят между собой границу, укрепляют ее. И все это делается просто с одной банальной целью: сбить деньги с бизнеса, сбить деньги с людей, которые туда-сюда ходят. Да? То есть, вот, возможно, для того, чтобы их как-то еще сильнее закрепостить. Ведь это же закрепощение, то есть усиливается вот этот режим, который не выпускает из подконтрольно луганским боевикам территории людей. Видимо, они понимают, что население убегает, и скоро они столкнутся с кадровым голодом, в том числе некому будет работать. И вот даже к таким мерам они вынуждены прибегать. То есть в той самой фашистской Украине, которую они так клянут и ругают, было такое понятие, как свобода передвижения. Люди могли ездить везде. В свободных, в кавычках, народных республиках никакой свободы передвижения нет. За это, за попытку проехать без паспорта просто из Луганска в Донецк, завтра вас могут на несколько лет посадить в тюрьму. Ну, а сейчас мы еще немного поговорим о ситуации в Донецке с мобильной связью. Мы уже несколько передач эту тему ведем. Ситуация сложная. Давайте посмотрим, что изменилось или что не изменилось. В Донецке продолжается все та же эпопея с отсутствием мобильной связи. Опять же, для многих людей необъяснимая, потому что люди же все-таки стараются как-то смотреть на происходящее с точки зрения, думать лучше об этих ДНРовцах, да, чем они есть на самом деле. То есть люди же не хотят верить, что это Захарченко принципиально просто выключил мобильную связь, чтобы заработать на Фениксе, на том же, да, и так далее. То есть люди, которые там живут, они верят, что это вот украинцы отключили, или что там действительно что-то поломалось, война там перебила взрывом, выстрелом какой-то важный кабель и так далее. Но дело в том, что ситуация в Луганской области, где восстановили связь, действительно, то есть она там тоже отсутствовала, теперь ее восстановили, то есть там почему-то удалось договориться, и там есть МТС, там все нормально, то есть он работает плохо, конечно, не так, как на другой территории Украины, но работает. В Донецке этого нет, то есть на территории ДНР МТС отключили, и на этой подконтрольной ДНРовцам территории отныне действует только оператор «Феникс». Почему такая разница? Почему, например, в Луганске не смогли запустить свой оператор Лугаком? На этот счет есть версия. Опять же, проверить ее невозможно, потому что, официального-то комментария никому, официального запроса никому не отправишь, и официального комментария не получишь. Но версия такова, что в Луганске настолько все плохо с вот этим Лугакомом, с оборудованием и со специалистами, что там поняли, что они не наладят никогда свою местную связь, что не будет работать полноценно никогда их вот этот вот паленый псевдооператор, и они таким образом решили не заморачиваться и пустили МТС. Что же касается Донецкой области, той ее части, которая подконтрольна ДНР, то там действительно сейчас налаживают Феникс, то есть он работает плохо, там невозможно дозвониться с первого раза, дозвон со второго, третьего, там иногда четвертого, пятого раза идет. Это все дико напрягает, это для людей создает огромную массу неудобств, невозможно свободно купить эти пакеты, на них выстраиваются огромные очереди постоянно, то есть там тоже пытаются наладить вот этот свой оператор, но не могут этого сделать. Не могут этого сделать, а страдают от этого, конечно же, простые люди, в первую очередь пенсионеры, люди бедные, у которых зачастую нет денег даже просто для того, чтобы купить этот пакет Феникса. Точнее, нету лишних денег, да, то есть они не планировали такую покупку. И вот посмотрим, просто крик души, это вот на почтамте, на Донецком, вот сейчас такое происходит. Кто-то снял такое интервью, записал комментарий просто одной старушки-пенсионерки, которая стоит в этой очереди за Фениксом. Давайте послушаем.
что это издевательство над людьми. Пожалуйста, товарищ Захарченко, примите внимание на это, на нас, на пенсионеров. Мы больные, еле живые ходим. У меня давление, еле все. Вторую неделю хожу, не могу достать 2 талончика эту на Феникс. Как же быть, как же дальше быть? Без связи это как без рук. Помогите нам, пенсионерам, пускай как-то без очереди или на почтовых ящиках. Что ж такое, как издевательство? Я вот пришла, давление у меня 195 на 95. Я напилась таблеток, в 6 утра приехала сюда на главпочтамт и ничего не могу добиться, ничего. Ну, понятно, достаточно такое, наверное, тяжелое видео. Жалко людей, действительно жалко людей. Особенно понятно, что многие вот эти пенсионеры, старики, они не виноваты действительно в том, что произошло. То есть люди, которые... На которых, наверное, лежит доля вины за все случившееся. Это люди, которые там пассивно, абсолютно не принимали участие ни в том, что происходило в 2014 году, не выходили на улицы за Украину, например, да, не высказывали никакого мнения, и, соответственно, из-за этого такое бездействие тоже привело к вот этой ситуации, да, нынешней. Есть люди, которые активно участвовали, ходили на митинги, на референдумы и сами своими руками вот построили вот это вот, с чем сегодня столкнулись вот такие пенсионеры. А есть вот люди просто старенькие, которые жили там у себя в домах, естественно, там никуда не ходили, ни в чем не принимали участие в силу там, состояния здоровья, возраста и так далее. И вот эти люди, они оказались просто действительно заложниками ситуации. Эти люди действительно оказались в положении вот абсолютно безнадежном, потому что помочь им непонятно как совершенно, то есть неясно. Наверное, в данном случае уже от украинской стороны ничего не зависит, потому что раз не удалось восстановить до сих пор МТС, наверное, на то есть веские причины, и, соответственно, не дает противоположная сторона это сделать. Ну и, соответственно, даже обеспечить людей на той территории вот этими пакетами Феникса, да, и этими карточками тоже не могут. Вот в связи с этим сложилась такая ситуация, а для стариков, конечно, без связи быть очень сложно. Это для них гораздо сложнее, чем, наверное, для людей молодых, которые могут себе позволить там самостоятельно сходить в ту же аптеку, в тот же магазин и так далее. Здесь еще плюс к тому же, наверняка, вот и эта женщина, и многие другие, они получают пенсию в Украине. И, опять же, им нужна мобильная связь для того, чтобы получать СМС на свои мобильные телефоны, понимать, когда приходят деньги. Действительно, очень тяжелая ситуация. Но, как оказывается, и в этой ситуации тоже находятся предприимчивые люди, которые знают и умеют, как заработать. Вот сфотографировали знакомые в Донецке вот такую машину. Видите, то есть подъехал такой предприимчивый человек к месту, где принимает МТС, и тут же продает Wi-Fi 50 рублей, да, то есть как бы у него там роутер внутри специальный, 50 рублей за 10 минут, да, у него такой, значит, роутер там установлен, и он оказывает услуги. Там в сети очень много возмущенных комментариев, то есть люди возмущены, что кто-то пытается заработать на человеческом горе, на таком, да, на вот этом, на несчастье, на неудобствах, но с другой стороны, наверное, это просто такой закон рынка. Не этот человек на машине создал эту ситуацию. Явно, я думаю, я не знаю, конечно, кто это, но я думаю, что это просто какой-то предприимчивый дончанин. Поэтому он пытается только лишь таким образом заработать, да, выжать из этой ситуации какой-то плюс себе, каким-то образом на этом получить какой-то гешефт. И, наверное, учитывая ту ситуацию с работой, которая там сейчас, да, с бизнесом, не стоит, возможно, и осуждать таких людей, потому что, может быть, действительно другого шанса заработать у него и нет. И что можно сказать в данном случае? Знаете, просто интересно такое наблюдение, что в Донецке возникли
виды бизнеса, которые, ну, наверное, было, во-первых, очень сложно представить себе там еще несколько лет назад, во-вторых, их совершенно невозможно представить себе в нормальной стране, да, например, в каком-то другом украинском регионе никто не смог бы так работать, то есть невозможно заработать таким образом. Не говоря уже там про обналичивание карточек, там всех вот этих услуг по получению различных документов там без выезда в Украину для тех людей, которые проживают на территории ДНР. То есть возникла целая каста новых предпринимателей, новая фактически альтернативная сфера услуг, но она, конечно, ее нельзя назвать нормальной, эту сферу услуг, поэтому, наверное, можно только пожелать этим людей возвращения в нормальную жизнь, возвращения в нормальную страну, к нормальному государству, где они смогут зарабатывать деньги не вот таким способом, а нормальным, цивилизованным способом, как это принято во всем мире. Сейчас мы еще немного поговорим, кстати, о пограничных отношениях, о таможне, контрабанде, все, что связано сейчас с перемещением товаров через вот эти новоявленные границы образовавшихся квази-государств. В Луганске произошло действительно неординарное событие, особенно по последним временам. Там раздавили бульдозером почти центнер красной икры. То есть это звучит, конечно, совершенно дико, потому что сейчас, наверное, все знают, что в Луганске жизнь не сахар. Мы уже показывали закрытые супермаркеты и все. То есть у людей нет денег, задерживают зарплаты. И тут такое происходит. Но на самом деле ситуация банальная. То есть какой-то предприимчивый гражданин пытался вот эту самую икру провести из России, ввести в Луганск, чтобы там ее продать. То есть какой-то бизнесмен-предприниматель решил заработать. Но, видимо, чем-то не удовлетворил вот этих вот ребят из ЛНР, которые себя называли там теперь властью. И таким образом они у него изъяли, конфисковали эту продукцию и таким вот показательным образом вывезли ее на свалку. Вы видите, ее вываливают и уничтожают. Причем, ну, совершенно, честно говоря, вот это безумное абсолютно действо, его, наверное, вообще никак нельзя объяснить, ну, какими-то здравыми, с точки зрения здравого смысла, да, потому что, ну, окей, бывает всякое. Провез человек контрабанду, хорошо, конфисковали эту контрабанду, вопросов нет, решили проявить принципиальность. Но зачем показательно перед видеокамерой вот таким образом это все уничтожать, зная, что живут люди небогатые, что живут люди, ну, чего там говорить, голодные, да, что безработица, что у многих нет пенсии, что задерживаются зарплаты. Но вот, тем не менее, почему-то решили устроить шоу из уничтожения еды, причем из уничтожения деликатеса, думая, что у жителей Луганска, которые это видели, да, по своим телевизорам, ну, у многих такое началось повышенное слюноотделение, потому что, конечно, дразнить голодных людей, наверное, таким зрелищем не стоит. Совершенно невозможно объяснить, то есть зачем они это делают. Иногда, вы знаете, у меня просто, наблюдая за тем, что там происходит, у меня возникает такая мысль, что это просто какое-то издевательство, вот просто эксперимент или троллинг такой. То есть, да, поставили задачу просто максимально раздраконить людей, да, вот каким-то образом постоянно их провоцировать. Потому что, ну, я не понимаю, вы изъяли товар какой-то, да, нелегальный и так далее. Окей, уничтожьте его, хотите уничтожить, уничтожьте. Но я не понимаю, зачем все это снимать на видео, зачем снимают на видео в России уничтожение фруктов. Ну, там это еще возможно, там это каким-то образом можно объяснить, а здесь это просто обезьяничание. То есть в бедной, нищей этой Луганской области, наполовину там оккупированной и так далее, такие шоу показывать, это, конечно, абсолютно беспредел, абсолютный стыд, тем более, что там сейчас опять волна невыплат зарплат. Вот только сегодня прошла информация, что не выплатили до сих пор за декабрь зарплаты, например, на Ровеньке антраците, на Свердлов антраците, ну, то есть на шахтерских угольных объединениях. И вышел даже приказ, что людям там теперь их кормят в столовой в счет зарплаты, то есть выдают им вот эту еду, там тормозки и так далее. То есть у кого нет денег, они как бы получают сейчас фактически зарплату едой. Ну и после этого, конечно, показывать такие истории, конечно, очень стыдно.
Сейчас еще небольшой сюжет из Луганска, который касается тоже такого атрибута прошлой богатой жизни, которая была когда-то уже давно, уже она была, скажем так, в довоенное время, которое у всех уже так немножко затуманилось. Да, сейчас небольшой сюжет о современном состоянии Луганского аэропорта. От Луганского аэропорта не осталось к настоящему времени вообще ничего. То есть даже тех обломков, того остова, который когда-то был, обломков конструкций, которые остались после бомбежек, ничего этого уже нет. Если в Донецке еще сохранилось что-то, там довольно массивные остатки терминалов и так далее, то в Луганске тотально все уничтожено. Это можно понять по новому видео, которое недавно вышло. Его сняли военные корреспонденты боевиков ЛНР, которые там ходят постоянно в этой, по линии фронта, снимают сюжеты. И вот они выпустили такой небольшой, буквально на минуту продолжительностью, ролик о том, как же сейчас выглядит вот эта самая территория, где в 2014 году шли очень жесткие бои. Мы помним тогда, что когда украинская армия отступила, в принципе, корпус аэропорта еще сохранялся. Он был, конечно, весь разбит снарядами, но сейчас совершенно сюрреалистическое зрелище. Ничего нет, пустота, как будто не было никакого аэропорта. Ну, действительно, абсолютно сюрреалистическое зрелище. Сложно поверить, согласитесь, что там стояли большие здания на этом месте, что были взлетно-посадочные полосы, что туда приземлялись самолеты. То есть было все время какое-то движение, там были люди, там был duty-free, там продавались товары, в том числе достаточно дорогие, такого люкс-формата, да, как это обычно бывает в аэропортах. Луганский аэропорт был скромный, конечно, небольшой, но тем не менее это тоже был такой островок цивилизации, островок современного мира, который Луганск теперь лишился. И будет ли там вообще когда-нибудь новый аэропорт? Непонятно, мы не знаем. Когда он будет построен, тоже не ясно. Когда туда полетят самолеты, откуда они могут теоретически хотя бы туда полететь, ответа на эти вопросы, конечно, нет. И это совершенно, конечно, печальная символическая картина, потому что, ну, наверное, вот это состояние аэропорта, оно очень четко показывает, наверное, состояние всего региона. Вот такая занесенная снегом пустыня с обломками, с развалинами, где ну, совершенно непонятно, как вообще выживать, да, что будет завтра. Ведь завтра, на самом деле, многие заводы, предприятия, вот, которые еще там они есть, они существуют, они еще целы, стоят и надеются на то, что они когда-то будут там выполнять еще какую-то свою работу, что будут еще какие-то функции у них. Но мне кажется, что их может постичь та же участь, потому что ведь куда делись эти все обломки Луганского аэропорта? Его же не просто разобрали, потому что он был не эстетичен, да, что он каким-то образом навевал на кого-то депрессию и решили его для красоты убрать. Нет, это было здание, которое во многом состояло из металлических конструкций, из такого каркаса металлического. Это можно легко увидеть на старых фотографиях, потому что когда только украинская армия ушла из Луганского аэропорта, когда он там пару месяцев стоял уже после боев, такой заброшенный и безлюдный, его очень много фотографировали. Его снимали на видео с земли, его снимали с воздуха, запускали такой дрон специальный.
И там было как раз видно, что очень много металла, очень много металлоконструкций. И именно это обстоятельство, рискну предположить, как раз и привлекло туда людей, потому что вот они фактически просто уничтожили все для того, чтобы продать и утилизировать это здание, заработать какие-то деньги на этом металлоломе. По крайней мере, очень схожие процессы, они происходили и в Донецкой области, где тоже точно так же был разгромлен, разрушен аэропорт, но его, как ни странно, там не допилили до сих пор. Там очень много металла еще осталось по описаниям. И, конечно, он, если посмотреть по карте, вот по съемкам сверху, то территория Донецкого аэропорта, она тоже очень сильно, вот эти территория самих руин, да, площадь, она существенно сократилась. Там видно, что многие здания исчезли уже, когда не было боевых действий. Очевидно, тоже это все потихоньку разбирается на металл, вывозится. Но то ли там объем работ намного больше, то ли там все-таки простреливается территория, туда попадают, прилетают снаряды, да, и так далее. То есть, поэтому в связи с этим, наверное, там не до конца еще все это допилили, убрали, но процессы схожие происходят и там. Это такая утилизация, знаете, ну, очень символично, опять же, утилизация вот этими новыми солдатами новых этих образований территориальных, утилизация той старой, сытой жизни, прошлой, достаточно благополучной, которая когда-то была у этих людей, которые там жили. Я помню тоже прекрасно Донецкий аэропорт, сам летал оттуда, доводилось пользоваться его услугами. И такая же, кстати, ситуация, схожая с этим аэропортом, она наблюдается и на рынке Господар, который есть на окраине Донецка, под Ясиноватой, тоже был такой большой фермерский рынок, мы о нем рассказывали, его тоже весь он разбомбленный стоит, и его тоже потихоньку пилят на металл. А также с логистическим центром АТБ. Таким образом, выжимают деньги из вот этих всех руин, из этой территории, которая, наверное, долгое время не будет теперь пригодна для какой-то хозяйственной деятельности. И вот в качестве такого резюме того, о чем мы сейчас только что поговорили, мы покажем небольшое видео, такое коротенькое из Луганска, которое сняли на прошлой неделе, которое тоже очень хорошо как раз вот подчеркивает нынешнюю ситуацию, нынешнее состояние вот этих территорий. Ну, не знаю, все ли увидели, там, может быть, не очень хорошее качество, все-таки снимали ночью, но на видео заяц. На видео заяц, который бежит фактически по пустынной, занесенной снегом эстакаде. Это довольно большая эстакада, большое сооружение, и, наверное, только луганчане и те, кто часто бывал в Луганске, могут оценить на самом деле полностью, в полной мере эту картину, потому что вот интересно не тот факт, что заяц просто бегает в городе, потому что, ну, всякое бывает, например, вообще в Европе, так там в парках живут зайцы, прямо в Берлине, да, в крупных европейских городах, это нормально, там люди привыкли сосуществовать с дикими зверями, с дикой природой. Здесь другая история. В Луганске, конечно, не было зайцев до войны, они не бегали по улицам. Кроме того, вот этот сам район, где это все снимали, это когда-то был один из центров жизни. Там постоянно кипела жизнь. Это район железнодорожного Луганского вокзала. Вот эта эстакада, по ней постоянно ездили машины, был поток машин. Очень много было особенно маршруток, потому что там была такая вроде как автостанция возле этого вокзала, люди туда приезжали, был очень большой поток пассажиров, которые приезжали на вокзал, естественно, там на поездах. Они сразу же от вокзала ехали по городу, куда им было нужно. Там же был и рынок, ну, естественно, как это часто бывает, такое скопление магазинчиков, ларьков, как бывает возле любого большого транспортного узла. И вот в этом месте, наверное, ну вот никак не было ожидаемо появления каких-то диких зверей, потому что там-то очень как раз было такое серьезное присутствие человека, а сейчас это одно из самых безлюдных мест в Луганске. Вот в том-то и ирония, что транспортные узлы, крупнейшие транспортные узлы, они стали бесполезны. Это символизирует такую отрезанность от мира. Нет аэропорта, вокзал стоит, он есть, он цел, но туда, может быть, пару раз в сутки приходят какие-то электрички, и, соответственно, пассажиропоток крошечный, все это практически железнодорожное хозяйство теперь бесполезно. И будет это все, видимо, зарастать какими-то кустами, деревьями, и дикие звери будут все больше и чаще наведываться, наверное, в те места, где раньше жил только человек.
Но, возможно, в этом есть и какой-то плюс для любителей природы. Ну, а сегодня остается только попрощаться, потому что наше время истекло, и мы встретимся, как всегда, в среду, через неделю, и обсудим события, которые произойдут за эту будущую неделю на оккупированных территориях в Луганске, в Донецке. А пока я говорю вам спокойной ночи.